Хотелось бы узнать, вот ваше мнение, что для нас, для современников, значение Сталина в нашей жизни? Да. Олег Самонаевич, про Сталина я могу много говорить, но вкратце. Сегодня исторический день, ему 140 лет исполнился, и здесь у нас барельеф открываем. Это великие знаменательные события. А так, про Сталина современным нашим языком сказать, это был очень эффективный менеджер и государственник. За свои около 30 лет правления страной он сделал столько, ну, мог, на его уровень может только сравняться Петр I, наш царь. Петр Великий называли. Благодаря него построено было 1500 заводов, крупных, не маленьких, раз. Во-вторых, страну он после Ленина в каком состоянии принял? Принял с Охой, оставил с атомной бомбой. Ну, это сказал Уинстон Черчилль. Да, ну я тоже, это да. Надо, тоже историю знал. Да, а так, премьер-министр он ликвидировал и безграмотность, он и электрификацию сделал, он и образование бесплатно сделал. То есть основал всю промышленность. Конечно, оно было в руинах и вот так. Не говоря, его, в общем-то, и не было этой промышленности. да, не говоря, Олег, он государство нашей территории СССР как увеличил-то за счет своей мудрой политики, он всегда не раздавал, как нынешние вот эти типа Шеварднадзе там, а увеличивал. Благодаря нему мы превратились и Курильскими островами, и Камчатка все полностью был наша, и на Европе дошли СССР до Львова, до польской границы. Ну, скажу еще раз, величайший человек, его народ не имеет права забывать, потому что о нем говорят его дела. А насчет репрессий, это чушь. Не ошибайся, кто-то ничего не делает. Он лично никому не давал убивать. Он всегда сказал, суд должен, справедливо должен быть и должен победить это. Как говорится, вор должен сидеть. Если он изменяет страну, тоже должен сидеть. Человек величайшей буквы. Таких Сталинов на данном этапе нам очень не хватает. Я хочу, поэтому народ снизов его понял, как бы не был бы, поднимает его великие дела, памятники ставят, и у нас в Чебоксарах барельеф открываем. А простой народ так, без указки чиновников, так ничего не делает. Я еще раз говорю, что нам сейчас в наше время нужен такой человек, как Сталин, чтобы страной командовал. И руководил мудро, и олигарх немного вот так. Их аппетит не уменьшается. Спасибо, родной. И такие люди, как Сталин, только может страну и народную жизнь облегчить. Простого народа. Я это говорю как коммунист с большим стажем. Все, спасибо, Олег Самонаевич. Виссарионович Сталин, вот значение для нашего сегодняшнего народа. Вот прокомментируйте, пожалуйста, значение Сталина. Я знаю Иосифа Виссарионовича Сталина еще вот с маленьких лет. Война началась. Мне было 2 года, 2 месяца. А у меня отец был коммунистом. А портрет Сталина висел на стене. Когда он пошел на фронт, портрет Сталина остался на стене. И я вместе со Сталиным всю войну глядел на него, как на Бога. Это великий человек. Это великолепный человек, который не только для страны, для всего человечества сделал огромную работу по спасению человечества от гитлеровского фашизма. Это великий человек, и как бы к нему кто ни относился, наши недруги, он никогда из жизни не исчезнет, Сталин. Сталин был жив, и он будет жить вечно. Это великий человек, генералиссимус. Сталин, он в лице народа будет всегда героем. Люди, когда солдаты наши шли на фронт и в атаку, они шли с именем Сталина, за Родину, за Сталина. Это величайший гений всего человечества. Не зря Черчилль сказал, что во время очень сильных, больших испытаний страну возглавил гений, полководец, великий Сталин. Вот благодаря этому спасли весь мир. И Черчилль был врагом нашей советской власти
ярый враг был. Но смотрите, какую дал оценку. Признавал СССР. А? СССР признавал. Уинстон Черчилль, премьер-министр Англии, дал такую оценку Сталину. Вот. И он никогда не... Этот Сталин, имя его и его заслуги, они всегда останутся. Я вот тут не только портрет принес вот этот Сталин, я еще и предложение принес, чтобы поставить не барельеф, а установить памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину и поставить его, знаете где? Улица Ярославская. Вот Энгельс идет, а дальше улица Сталина должна быть. И вот на пересечении с проспектом Калинина, вот тут, как Андриан Григорьевич Николаевич, такой великий памятник поставить с видом на Волгу, чтобы Сталин смотрел на Волгу. Вот такая моя мысль, такое мое предложение. И я, как говорится, выступаю вот за это. И будем стараться, коммунисты, комсомольцы, все, если мы захотим, мы добьемся этого, чтобы вот эта улица была Сталина у нас здесь, Иосиф Виссарионович Сталин. Он, как говорится, генералиссимуса Сталина. Так прямо улица генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина. Он заслуживает этого. А вот где памятник Андриана Григорьевича Николаева, я предлагаю, ведь космонавты каждый год приезжают. Вот от этого памятника и до памятника до Шоршел. Вот это, пожалуйста, не Марпасадское шоссе назвать, а проспект космонавтов, как в городе Свердловске. Когда Гагарин, я в городе Свердловске на Уралмаше работал когда, вот в то время Гагарин, когда слетал, вот, назвали от железнодорожного вокзала и туда до выхода в Верхнюю Пышму 30 километров расстояние. Проспект космонавтов, тогда уже он был. Вот поэтому я предлагаю вот это вот от Андриана Григорьевича Николаева, когда космонавт приходит к нему, ага, пожалуйста, к нему, когда они приезжают к памятнику, и от памятника они едут в Шоршел едут. Вот этот участок назвать проспект космонавтов. Это будет очень замечательно. Вот глава администрации у нас здесь работает, но не дорабатывает по этому вопросу. До них еще не дошло. Увековечить память надо космонавта. Ведь в гости едут его друзья каждый год. И он заслуживает, Андриан Григорьевич. И не только. Ведь Чувашия, она является родиной 3 космонавтов. Это ни одна область не имеет такое количество космонавтов, которые родила. А у нас Чувашская республика обладает таким мощным потенциалом. 3 космонавта. Николаев, 2 валаторских космонавта. Гагарин, Манаров, Муса. Это латорские ребята. Вот. Это все наше богатство Чувашии. И вот этот проспект от памятника до Шоршел, до памятника, где там музей, это назвать проспект космонавтов. Вот это мою просьбу в горком, вот эту в городскую администрацию рассмотреть, и я думаю, меня люди поддержат. Сегодня мы чествуем имя Сталина. Что вы думаете сами о личности этого человека, которым мы через многие десятилетия вновь возрождаем имя, вновь восстанавливаем памятник ему, устанавливаем барельеф в Чебоксарах? Ну, надо сказать, роль личностей, значит, в развитии общества никто не отрицает. Поэтому вот сейчас барельеф, памятник устанавливают на территории, значит, в нашем регионе, да, в других регионах по всей федерации. Вот. Конечно. То есть вот эта память о Сталине вызвана временем нашим, да? Или безвременем нашим, сегодняшним? Ну, нет, надо сказать, значит, я-то тоже ближе, вот недалеко, 43-го года, так что это самое, много я тоже видел, где-то вот 49-й, 50-й. Значит, положение было, конечно, трудное, но, тем не менее, у руководства, значит, во главе с Сталиным, значит, нашли возможность
силу, волю организовать, мобилизовать население, ну тогда Советского Союза. И оно, конечно, сейчас оно и видно, но, к сожалению, за рубежом пытается, значит, принизить роль Сталина. За границу мы не будем заглядывать. Мы и так на него без оглядки не можем жить. Что оглядываться на него. Да, вот. В связи с этим Мы должны сами думать о своей жизни, формировать, как говорится, страну и свою жизнь. Сами, своим умом. совершенно верно, да. Сейчас вот, если раньше было мнение, ну, значит, связано с большими потерями, разные толкования было. Но за то, что мы победили, так вот, скоро 75-летие со Дня Победы, я думаю, что вот это, значит, факт установки барельефа, мне кажется, как раз очень даже кстати и нужно делать. Что это? Свежая газета? Это конкурс был, да, у Чебоксарской новости. Так. Ветераны в строю. Вот я стою вот здесь. Понятно. Ты еще стоишь? Смотри, чтобы не посадили. Работаем активно среди школ по патриотическому воспитанию молодежи. И у нас уже много выступлений и фотографий. Мы хотим делать сейчас стенд для показа нашим сотрудникам. Потому что каждый, кто смотрит, брал пример, вот кто будет часто выступать, и в этом вопросе, чтобы все работали. Все. Сегодня день рождения нашего великого полководца, нашего великого учителя, генерала-лиссимуса Сталина Иосифа Виссарионовича. Ура, дорогие товарищи! Сегодня мы здесь собрались в этот праздничный торжественный день для того, чтобы торжественно открыть барельеф, который мы установили на здании Чувашского республиканского комитета КПРФ Иосифу Виссарионовичу Сталину. И сегодня мы это сделаем. Хочу вам доложить, что до сегодняшнего дня официально власти ни республики, ни города не дали разрешения на открытие этого барельефа. Хотя задолго до сегодняшнего дня все письма были поданы в соответствующие органы. Но тем не менее, мы все равно сегодня будем торжественно открывать барельеф. Разрешите перед началом открытия барельефа включить гимн. Автор этого Зотиков и Людвига вместе с Нотиком, он автор барельефа, да, в Водоне. Уважаемые товарищи, Как зовут вас? предоставить Автор барельефа. Вот. Нет. Стесняется. Мы. Как звать-то? первому секретарю Представьтесь. Чувашского Людвиг Яковлевич республиканского Тихонов. комитета КПРФ, Вы члены автор этого президиума проекта. ЦК КПРФ, Вот вместе мы авторы. депутаты Государственной понятно. Думы, Ну вы из Чебоксар? Лукьянова Илья Чебоксар. Сергеевич. Из Чебоксар. Понятно. Ну, вот сегодня мы увидим вскоре. Увидим. Сейчас.
себя, поэтому... Наверное. Сегодня весь мир, я нисколько не преувеличиваю, отмечает 140-летие со дня рождения Сталина Иосифа Виссарионовича. Иосиф Виссарионович, большевик, терпел лишения в царском режиме. В Архангельской области находился на высылке, затем в Красноярском крае Туруханске. Убежал, добрался и в конечном итоге стал руководителем, одним из руководителей штаба по восстанию Великой Октябрьской социалистической революции. Биографию Сталина вы хорошо все знаете, поэтому нет необходимости читать вам. Вы прекрасно понимаете, кто такой Сталин, какое значение он сыграл для нашей страны. Страна, помните, Черчилль говорил о том, что принял Россию с охой и оставил с атомной бомбой. Самая великая заслуга Сталина Иосифа Виссарионовича: он превратил Россию нищую в сверхдержаву, и без которой в мире не решался ни один вопрос. И именно Сталин, укрепление обороноспособности, именно под руководством верховного главнокомандующего Сталина Иосифа Виссарионовича советский народ одержал великую победу над фашистской Германией. Это действительно была всемирная историческая миссия Красной Армии освобождения всего мира от фашизма. Я хотел бы вам сейчас просто прочитать высказывания великих людей, как они в свое время оценивали Сталина. Сталин имел колоссальный авторитет не только в России, он умел приручать своих врагов. Сталинская Россия — это не прежняя Россия, погибшая вместе с монархией, не деятельность, но сталинское государство без достойных преемников обречено. А Сталин не уйдет в прошлое, он растворится в будущем. Это высказывание генерала Шарля де Голля датировано 10 марта 1953 года, на следующий день после похорон Сталина. И не случайно Геннадий Андреевич в газете «Правда Советской России» в интернете написал как раз статью «Человек, растворившийся в будущем». Тем самым Геннадий Андреевич поддержал то самое великое значение и оценку Иосифа Виссарионовича. Что нужно сказать? После Сталина стране стало плохо. Уже 21 марта 1953 года ЦРУ отмечает: промышленное развитие СССР, развитие транспортных связей между регионами страны может надолго замедлиться ввиду отмены программы конца 40-х, начала 50-х годов, который как раз отменил Хрущев. О многочисленных достижениях сталинской эпохи в настоящее время издана в буквальном смысле горы историографической, справочной, художественной литературы. Даже Путин не может сегодня отрицательно оценивать роль Сталина, потому что в общественном мнении, если 10 лет тому назад где-то только 1/3 поддерживал Сталина, то на сегодня более 70% населения нашей страны поддерживают и одобряют ту самую политику, которую проводил Сталин Иосиф Виссарионович. Нам много тут расписывают о репрессиях, а более того, сейчас начинают открываться сведения, оказывается, это как раз были те самые люди, которые вывозили капитал нашей страны, находясь на постах за границу, как это сегодня делают олигархи. И Сталин, готовясь к войне и понимая неизбежность этой войны,
возвращал эти все богатства, сворованные у советского народа, обратно в нашу страну, чего сегодня нынешний режим никак не может делать, наоборот, амнистировать всех тех самых воров, которые вывозили за границу свои богатства. Заметим, что многие политические деятели и главы крупных корпораций США в сталинские годы с тревогой заявляли, вот послушайте внимательно, Советский Союз уже опережает Штаты по темпам общеэкономического, особенно промышленного роста, транспортного, энергетического, жилищного строительства и, что принципиально важно, по увеличению не сырьевого, как напомним вот сейчас, а именно обрабатывающей машиностроительной продукции. И США вынуждены будут скоро распрощаться своей, так сказать, первой ролью в мире. Это сами говорили об этом американцы. Означенные успехи СССР были достигнуты притом его собственными силами в считанные годы после разрушительной Великой Отечественной войны советского народа. Гордон Хелл, секретарь США, 1933 по 1944 год. Сталин – удивительная личность. Он наделен необыкновенными способностями, умением схватывать суть сложнейших практических вопросов, военных, хозяйственных, политических и других. Он среди тех немногих лидеров, на которых возложена такая ответственность, какой не будет знать ни один государственный деятель в дальнейшем. Схожую оценку 7 марта 1953 года высказал Чан Кайши, глава некоммунистического Китая, на Тайване. Генералиссимус Сталин был первым среди равных в союзнической коалиции. Внутренняя и внешняя политика сталинской России обусловлена стремлением Сталина укрепить ее державный статус, обеспечить ее глобальные интересы. Эти задачи в основном решены, но что будет СССР после Сталина, это большой вопрос. 10 сталинских ударов Красной Армии 1944 года вошли как в отечественную, так и в мировую военно-политическую историографию. Но не лишне напомнить экономические, идеологические сталинские удары по империализму и его колонизаторской стратегии, хотя бы потому, что они почти замалчивались советской пропагандой даже до 20-го съезда КПСС. Какие это вот удары по колониализму и империализму? Во-первых, формирование антидолларовой политики экономического блока социалистических развивающих стран, стартовавшей создание Совета экономической и взаимной помощи с планом ее интеграции с постколониальными странами, подчеркнем, не только постсоветским. То есть речь идет о том, чтобы создать совершенно другой мир, отличный от долларового мира, и такая, так сказать, работа, она была проведена. Вы знаете, в Советском Союзе примерно 37-40% в общем-то мирового торгового оборота обеспечивал за счет так называемого рубля советского, переводного. Второе. Формирование антидолларовой политики экономического блока социалистических развивающих стран. Отвязка рубля от курса доллара в пользу обязательного, притом растущего, золотого содержания советской власти, советской валюты. В-третьих, укрепление платежеспособности рубля не за счет роста зарплаты пособий. Вот заметьте, пожалуйста, способствуя обесцениванию денег, а посредством ежегодного, а то и чаще снижения розничных цен и тарифов. Геннадий Андреевич, закрывая сессию нынешнюю зимнюю в Государственной Думе, это буквально, это было в среду, выступал и сказал: если раньше общественные опросы населения показывали, что народ хочет за стабильность, то теперь, говорит, общественное мнение показывает, что более 70% народа выступает за справедливость. А раз выступает за справедливость, тогда это не означает стабильность. Справедливость означает, что народ готов менять нынешний экономический и политический курс, чему мы сегодня посвящаем наше торжественное мероприятие по открытию барельефа Иосифа Виссарионовича Сталина. Мы хотели даже и памятник, договорились с Северной Осетией, там они, земляки Сталина, готовы всегда такие вопросы решать. Но, к сожалению, у нас нет своего участка земли, и разрешения для того, чтобы поставить, благоустроить памятник, пока мы не сумели добиться. Но над этим будем работать. Сегодня открываем барельеф
Но ко мне заходил первый секретарь Аликовского райкома партии Анисимов Владимир Ильич. Он мне показал фотографию. Они в Саратовской области приобрели бюст Сталина высотой где-то 50-60 сантиметров высотой. Ну, я так примерно вот оценил. И они хотят это, в общем-то, установить в Аликовском районе. Такая работа, безусловно, она должна вестись и в других районах. Но одновременно хочу сказать, что мы выражаем большое спасибо и художникам, скульпторам вот этого барельефа. Вот. Это делали скульптор, заслуженный художник Чувашской республики Тихонов Людвиг Яковлевич. Я вот видел, он там стоит, вот там. Идите сюда, товарищ скульптор. Идите сюда, идите. Тем более вам сейчас медаль будем вручать. Да. И с ним работал также Зотиков Владислав Алексеевич. Где он у нас, Зотиков-то? Зотиков, идите. Я говорю, вчера они были трое здесь. Поднимитесь сюда, поднимайтесь. Я третий вам помогу. Да. А? У вас третий тоже пришел, да? Нет. Ну, вдвоем, да. Мне тоже сказали, сегодня вдвоем, так сказать, придут, поэтому мы так и готовим. Давайте, знаете, Людвиг Яковлевич и Владислав Алексеевич тоже поблагодарим за проведенную работу. В принципе, работа, она, считаю, творческая. Вот. Ну и, соответственно, прежде чем окончательно, в общем-то, открыть, давайте выступления пройдут такие короткие. Я побольше времени попросил, чтобы было понятно, что мы сегодня, в общем-то, проводим, какое мероприятие и в каких целях это мы делаем. Согласны вы с этим, нет? Да. Пожалуйста. Валентин Сергеевич. В войне, которая освободила всю Европу от фашистской Германии. И за этой победой стоит генералиссимус Сталин. И это нельзя сломать, это нельзя вывести из народных масс, из умов, из голов людей. И мы должны это помнить, должны свято беречь и передавать подрастающему поколению. Еще раз, с праздником, товарищи, с великим днем рождения Сталина. Ура, товарищи! Дорогие товарищи, слово для выступления предоставляется председателю Союза советских офицеров Босову Юрию Артемьевичу. Не надо. Здравия желаю, товарищи, здравствуйте. 140 лет тому назад в Великой России родился Иосиф Виссарионович Иоганн Сталин. И он 20 где-то лет уже стал большевиком. Вместе с Владимиром Ильичем Лениным подняли страну до таких великих могущественных страна стала. Тяжелые времена были в 41-м. В 53-м, когда умер, вся страна плакала. Мне было тогда 13-14 год. Когда узнали о смерти, все плакали. И сейчас плачу, такое же было. Вся страна была в горе. Но страну подняли. После смерти Сталина Хрущев всякий обозвал по-всякому и перестали. На 20-м съезде его облили грязью. Хотя депутаты вот тоже соглашались. И были у нас разные, конечно, разговоры нет. После развала Советского Союза у нас стали главнокомандующими. Пришел Горбачев, перестройку спланировал, делал. Страну развалил, колбасы всяких продуктов не было. После этого пришел главнокомандующий Ельцин, алкоголик, который всю страну распродал, заводы развалил. Корабли продавали китайцам за рубль. Это все вы помните. Это я все пережил и знаю. Теперь пришел последний сейчас, пока еще работает главнокомандующий. Знаете, кто у нас? Владимир Владимирович. Но при его должный народ надеялся, что мы будем лучше жить. Он вот выступал уже 15 раз. Говорил, что поднимать. Он уже 15 раз говорит, что мы лучше из года в год. А мы хуже живем и хуже. Цены растут, все придумал, пенсионный повысил. О чем говорить?
Олигархи его окружили, миллиардеров у нас сотнями, а он главенствует и говорит, мы живем хорошо. А вон же вчера выступал ветеран, участник войны, где дома разваливают, все. Он показывал телевидение. Вот так мы живем. И до каких пор будем терпеть вот эту власть? Вот понимаете, надо Сталина нам такого. Но у нас пока вот никак нету. Если мы общими силами будем стараться, больше коммунистов, больше на выборах, и мы должны победить, сменить эту власть. Вот во время войны Сталин, жена не найдете, который любил так русский народ. Это слова дочери. Так и было в действительности. И был у нас еще грузин Шеварднадзе, а он предал, тоже России предали вместе с Ельциным. И вот такую все делать. Поэтому очень, конечно, сегодня рад, что, конечно, его нету, но о том, что мы собрались, его вспоминаем, и о том, что он был великим генералиссимусом. Спасибо за внимание, дорогие. Поздравляю вас с великим праздником, рождением Иосифа Виссарионовича Цигашвили. Это 140 лет назад. Ура, товарищи! Ура! Я думаю, здесь стоящие коммунисты, да и сторонники, поддерживающие, должна быть перед нами стоять задача, чтобы все наши внуки, правнуки, да и сыновья и дочери знали, кто такой Иосиф Виссарионович Сталин. Ведь с ним весь советский народ прошел, как говорится, от Сахи до атомной бомбы и встал самой великой державой страны. Но, к сожалению, наши внутренние враги, недобитые, хотя его обвиняли в репрессиях, без вины людей были случаи, конечно, но не сажали. А то, что врагов Советского Союза в те времена после революции было множество, они и, как говорится, поплатились за свои злодеяния. А люди, которые нормально, честные и добросовестные были, никогда от этого режима не страдали. И мы практически жили с вами, не заботясь о завтрашнем дне. Медицина бесплатна была, учеба бесплатно, детский сад за копейки, квартиры за копейки. И каждый год мы с вами могли отдыхать почти бесплатно на санаториях, домах отдыха. Где все эти блага? Эти блага оказались в сегодняшнем режиме в карманах олигархов. А народ нищает и нищает. За чертой нищеты стоят более 20 миллионов трудящихся в России. Хотя они работают, многие в двух местах. Но, к сожалению, средств не хватает. Поэтому мы, коммунисты, должны именно напомнить, и чтобы все наши трудящиеся Чувашской Республики помнили о Сталине Иосифе Виссарионовиче. И как не зря его это звали в свое время отец народа. Действительно был отцом народа. Заботился и работал круглыми сутками за благо советского народа. Поэтому в торжественной обстановке открыть барельеф Иосифу Виссарионовичу Сталину. Давайте поручим открытие барельефа председателю Союза советских офицеров Бушеву Юрию Артемьевичу и первому секретарю Чувашского рескома Шевчану Сергеевичу. Открываем. Ура, товарищи! Ура! Юрашность России, кама eskileceşin, kamu mınca mıskılınsı,
Ömür ömürleşin Sanran kulaşı kuşuna Sanıriyatna varlaşı Sanran gulzada yerince San vidinge suraşı Kama юрашин из России Кама эски лежешин Кама юрашин из России России Америка Америка Тусуйсан Един Европа Америка Америка Тусуйсан Един Европа Америка Сантузумар Шавшыткан Волшебца хуже чесана Волказа баклычы сана Волшица ярычы сана Европа дедери пурните спарачавске Пурин женде волтура Волчи сличить России Европа бек Елпулар Ancak şanmazdı bir buna Европа şanmazdı Хайне гына был юрадай Хайне гына завать был Кама юрашин из России Кама эски лежешин Кама юрашин из России России Един Европа Тенис России Энерхов на сутнизине Юрашин Санадень Сутрыш Анзертран Санадень Ülüm Сутмиш Жигле бушна жигле России Şiddet gelmişlenze России Şiddet bire çerguşlenze Şiddet bire meskenlenze Жигле бушна жигле России Şiddet gelmişlenze России Şiddet bire çerguşlenze Şiddet bire meskenlenze